Селям алейкум, сайхлы телесержелер. В эфире самая вкусная, самая пикантная программа «Сопрага Буйрнус». И с вами я, Эльвина Чекиева. Сегодня мы будем готовить традиционное блюдо Северной Италии. А поделится секретом приготовления наш сегодняшний гость – всесторонняя развитая личность, психолог, руководитель крымских проектов Роман Билык. Активное участие в социальной жизни общества возлагает на плечи человека порой неподъемную ношу. И именно целеустремленность и вера в светлое будущее порой движет социально активными людьми. Именно такими качествами обладает герой нашей программы Роман Билык. Будучи руководителем общественной организации, сегодня он реализовывает большинство значимых проектов, которые направлены на патриотическое воспитание молодежи в Крыму. Будучи открытым и отзывчивым, Роман с легкостью находит подход к каждому человеку и всегда готов оказать психологическое консультирование. А прямо сейчас успешный Роман Билык расскажет не только о своей деятельности, но и поделится рецептом итальянского блюда на кухне Сопрага Буйрнус. Роман, здравствуйте, рада видеть такого целеустремленного человека у нас в студии. Здравствуйте, Ирина. Я тоже очень рад присутствовать у вас и поделиться своим опытом готовки. Блюдо, как вы сказали, Северной Италии. Да. Ризотто. Ризотто. Расскажите о нем подробнее. Почему именно это блюдо? Честно говоря, выбор пал, потому что моя сестра очень любит это блюдо готовить. Она шикарнейшим образом готовит, и она меня научила. Исходя из этого, я решил его обучить, так сказать, показать вам, как его готовить. Я надеюсь, у нас все получится, и оно будет съедобным, хотя бы для нас. Если все получится, тогда сестре потом передаем привет и говорим, привет, ваш и брат молодец. Ну, я надеюсь, потому что иначе я буду от него выслушивать много нелестных слов. Хорошо. Давайте перечислим, что нам необходимо. Нам необходимо обязательно рис длиннозернистый, нам необходим чеснок, перец один, пол-лимона, грибы, креветки очищенные, майонез, масло сливочное, сыр пармезан или любой другой сыр, яйца 2 штуки, лук, бульон. Ну и в некоторых вообще ризотто готовится с вином. Белое сухое вино, там маркацетелли или какое-то другое можно взять. Но так как я алкоголь не употребляю вообще, то я готовлю его без алкоголя. Тогда начнем? Да, давайте начинать. Элина, мы начнем с того, что вы будете готовить соус для креветок. Но для начала вы нарежете перец небольшими кусочками, а я нарежу грибы. Как-то мама учила, я не помню, но... Небольшими кусочками будем нарезать. Да, поэтому вы за мной также следите. Хорошо. Роман, расскажите о себе, будем с вами знакомиться. Давайте. Где вы мечтали быть в детстве, что помните с этого прекрасного времени? В детстве я мечтал быть, наверное, как все мальчишки, военным. Так. Вот. Но судьба повернулась иначе, поэтому я стал сначала экономистом, отучился годик на экономиста, потом окончил медучилище и получил диплом медбрата, а потом уже пошел на психологию. Обалдеть. А я думаю, что психология – это ваше первое образование. На самом деле нет. У меня по факту 2 образования. Одно высшее, одно среднее. Так. Ну, при этом я еще различные курсы там заканчиваю. Вот. Но из детства я могу сказать одно. Родился и вырос я в Феодосии. Это замечательный город на берегу моря. Очень с глубокой историей. Больше 2500 лет история Феодосии. Так. Там жили очень известные люди, такие как Айвазовский, там Ахматова жила. Очень... Пушкин даже приезжал, я вам скажу. Вы любите свой город? Очень люблю свой город. Вот честно скажу, я считаю, это лучший город на земле, Феодосия. Даже так? Даже так, да. Ваша любовь безгранична. Я очень люблю Крым, я очень люблю Симферополь, Севастополь, Ялту. Но Феодосия для меня всегда останется самым лучшим городом. Там много моих друзей, там моя школа. Надо помнить, что в Феодосии все-таки очень большое количество музеев, очень большое количество различных зданий интересных, архитектурных строений. Генуэзцы владели Феодосией одно время. И там есть генуэзские постройки очень интересные с исторической точки зрения. И очень много историй, связанных именно с историей Феодосии, период, когда генуэзцы там были, так сказать, главными. В общем, есть о чем рассказать и есть что показать гостям. Да. Спасибо моему преподавателю по истории Виталию Валерьевичу Сухареврову, который меня всему этому научил и привил с детства любовь к истории. Хорошо. Роман, почему первое образование вы выбрали экономику? С чем это связано? Да вы знаете, вот если быть честным, пошел школу прогулять. Смотрю, куда-то одноклассники собираются и говорят:
Ну, мы пошли. Я говорю, а вы куда пошли? Они говорят, да мы пойдем, нас отпустили типа с урока, вот. Ну, а мы сказали, что мы поступать идем. А мне так не хотелось на математике сидеть. Ну, я и пошел вместе с ними. Ну, и поступил. Обалдеть, так легко и просто. Оказывается, такое бывало. А медицина? Откуда такая любовь к медицине? Ну, прям любви к медицине у меня как таковой нету, но мне было интересно, действительно. Вы знаете, я когда годик отучился на экономиста, я понял, что, ну, надо что-то другое. Ну, неинтересно. И пошел в медучилище. Ну, я окончил, получил диплом и поработал во всех больницах города Симферополя, в поликлиниках. Да. Посмотрел, как говорится, изнутри, как это все устроено. Кухню, так скажем, да? Да. Ну и понял, что я не хочу там работать. Вот. Но первую помощь оказать вы можете, да? Да, конечно, могу. Но вы понимаете, медицина, надо быть либо одним из выдающихся и лучших врачей, так. Либо вообще не быть. Это немножко не может. Это белый халат, постоянно нужно быть, ты постоянно на виду, к тебе люди на прием. Это очень... Ну, я попробовал, я понял, что мне больше нравится общаться с людьми. И вот тогда мой сознательный выбор, именно сознательный выбор, пал на психологию. Так, обратите внимание, как нарезаются грибы. Такие дольки. Просто нужно учитывать, что грибы всегда ужариваются, поэтому сильно маленькие дольки не надо делать. Грибы всегда дают воду и ужариваются. Что вы нашли в психологии? Когда пришел на факультет психологии, первое, что нас спросил покойный декан Владимир Константинович Калин, а зачем вы здесь сюда пришли? И 85% людей сказали, мы пришли, чтобы помогать людям. На что он сказал, вранье. Люди идут на психологию, да, учиться на психолога, психоаналитика. Решать даже свои проблемы. Естественно. В первую очередь это решение своих собственных проблем. Так, я уже дорезаю Вы перец. уже дорезаете, да? А я тогда начну готовить соус для креветок. Отлично. Итак, что нам для этого необходимо? Нам необходимо креветки в первую очередь, очищенные. Нам нужно чесночок выдавить. Роман, как часто вы готовите? Как часто я готовлю, данный вопрос меня самого интересует. Ну, периодически, конечно, готовлю, но у меня есть невеста, Эльзара, которая не дает мне, как говорится, умереть с голоду. Да, у нас в октябре будет свадьба. Привет ей, если она будет смотреть, надеюсь, будет. Поздравляю, да. Вот. Эльзара, вам повезло. Ваш жених умеет готовить. Или делает вид, что умеет. Там посмотрим. Приносит всегда вкусненькое, угощает меня. Итак, мы выдавливаем пол-лимона. Роман, чем могу помочь вам я? Порежьте, пожалуйста, лучка немножко. Допустим, я предпочитаю вместо такого лука лук-порей. Так, в лимоне у нас обязательно будут косточки, поэтому сразу предупреждаю, косточки лучше доставать. Мы выдавили, да, и тщательно перемешиваем. Туда еще необходимо обязательно добавить оливковое масло. Мы сейчас перемешаем, вот, аккуратненько, чтобы оно постояло обязательно. Некоторые изначально делают соус, а потом уже все остальное. Для чего? Чтобы он настоялся и креветки больше пропитались. Роман, насколько мне известно, вы занимаетесь частным консультированием. Как давно вы этим занимаетесь? Ой, вы знаете, вот еще начиная с курса, наверное, 3-го университета, я начал себя пробовать в этом направлении. У нас готов соус. Он настаивается. Я займусь сыром и начну готовить интересный соус, который сверху будет поливаться ризотто, когда оно уже будет практически готово. На крупной терочке натрем. Касательно практик. Ну, смотрите, работа психолога вообще это в первую очередь понимание проблем клиента. Потому что очень много клиентов приходит, они даже не понимают, какие у них проблемы. Они говорят, у меня там проблемы с женой, или там у меня проблемы с девушкой. А на самом деле это проблема не в девушке, а в этом человеке. И то же самое, я вот очень часто работаю с несовершеннолетними, там, с подростками, вот, там, с молодыми людьми. И зачастую приходится просто решать проблемы, которые не решили их родители. То есть проблемы с детства, да? Конечно, все проблемы, практически все проблемы тянутся из детства. Недостаток внимания родителей. Это очень большая проблема, которая всегда является таким толчком для проблемных ситуаций в будущем у детей. На начальном этапе вас кто-то поддерживал, помогал в плане консультирования? Ну, смотрите, любой психолог, который занимается консультированием, он должен обязательно пройти определенную часть психоанализа сам, чтобы свои проблемы не перекладывать на другого. На другого, да. Проходил в течение 5 лет психоанализ личный у Надежды Федоровны Калиной. Вот. И когда я решил часть своих проблем, я уже стал более спокойно, более четко, уверенно решать проблемы других людей. Вот. С какими проблемами чаще всего обращаются? Да совершенно разными. В основном это вопросы межличностных отношений. Смотрите, какая ситуация. Мне необходимо теперь сыр смешать с яйцами. Для чего? Для того, чтобы потом полить сверху уже практически готовое блюдо. Когда человек сам по себе, у него есть определенные проблемы, но они чаще всего проявляются более ярко, когда он вступает в отношения с другими людьми. Допустим, парни приходят с проблемами
что у них там с девушками нет общего языка. У девушек проблемы с тем, что с парнями нет общего языка. Или это муж с женой. То есть очень часто случаи, когда на самом деле люди женятся, потому что думают, что они понимают друг друга, но по факту они друг друга не понимают. Так. Вот. Проблема выбора партнера, она вообще на самом деле очень глубинная. Ну, чаще всего, конечно, девочки ищут мальчиков, похожих на отцов, а мальчики девочек, похожих на мам. Так. Но в этом большая проблема. Так не должно быть. Здесь необходимо... Повторяется модель поведения, Конечно. да? И каждый раз одно и то же. Ну, что ж это такое? Ну, Разнообразить свой род. Конечно же, необходимо как-то менять ситуацию. Потому что, допустим, у девочки отец-то может быть далеко не сахар. У меня был случай, когда девочка пришла, и она постоянно находит себе молодых людей, которые, ну, грубо говоря, любят выпить, покутить, там, с полицией проблемы. А у нее отец такой. А она образованная, умная девушка. Она что, и к психологу-то пришла, потому что она понимает, что это не так. Так, мы здесь взболтали. Так. А теперь, пожалуй... Получилась такая однородная масса, да? Да. Лук я нарезала, Роман. Отлично, хорошо нарезали. Похвалю. Сюда мы добавляем майонез. Ну, буквально столовую ложку. Перемешиваем. В принципе, майонез соленый можно не солить. Соли нужно немножко в креветки добавить, соус, Да. потому что креветки сами по себе не соленые. Все, здесь мы, в принципе, закончили. Тогда предлагаю вам перейти к плите Да, давайте перейдем к плите. и продолжим Там наше приготовление. Продолжим. Давайте чего мы тогда начинаем? начнем жарить все понемножку. Я предлагаю вам начать с грибов, жариться на подсолнечном масле. По очереди грибы, перец и лук. Угу. И все по очереди добавляется в сотейник. Я же пока займусь жаркой риса. Рис у нас жарится на сливочном масле. Должен дойти до такого стеклянного вида. Но масло жалеть не надо. Тут главный результат. И сразу добавляем рис. Замечу, нужен длиннозернистый. Вот как здесь. Только такой. Потому что ризотто – это не плов и это не каша. Это отдельное блюдо. Это такой вариант приготовления риса. Ризотто можно готовить совершенно с разными ингредиентами. Вот мы выбрали такие классические ингредиенты, да, но мы не добавили вина. То есть мы по своему усмотрению его готовим. То же самое и любой человек может, допустим, не добавлять грибы, добавить что-нибудь другое. Кто-то кукурузу в ризотто добавляет. Предпочитаете вот этот вариант? Да, это классический такой вариант ризотто. Тем более, Хорошо. я напомню, готовила моя сестра. И тут и мама, и сестра, они у меня любят итальянскую кухню. Здорово. Да, можете Подогрелась. грибочки... Могу добавлять конечно. грибы, да? Так, а у меня тут... Да, мы говорили о том, как знания психологии помогают вам в жизни. Дело не в том, что я просто консультирую как психолог. Да? Дело в том, что я помогаю и своим друзьям, своим знакомым. То есть они приходят ко мне со своими проблемами, которые, допустим, ввиду того, что они находятся в проблеме, они не могут ее увидеть целиком. Объективно посмотреть. Да, важный момент. Психолог необходим для того, чтобы увидеть проблему со стороны. Угу. Вот раньше, до отделения церкви от государства, психологами выступали имамы, священники. Да. Изначально. Ведь потому что если у человека проблема какая-то, он Обращается к нему. в первую очередь он идет куда? В мечеть. Если это мусульманин, если это христианин, он идет в церковь и исповедуется священнику. В психологии ситуация похожа, но только здесь отсутствует элемент религии. Поэтому говорить о том, что психологии там 100 или 200 лет, я бы сказал, самонадеянно. Ей намного больше, да. Просто она с отделением церкви от государства, да, психология была отделена от религии. Корни проблем, они издревле идут. Так. И решение этих проблем идет с тех же времен. Просто кому-то удобнее пойти к священнику, кому-то удобнее пойти к имаму, а кому-то удобнее пойти к психологу. Конечно. Одну и ту же проблему можно увидеть с разных точек зрения, а можно вообще не увидеть. Там уж как повезет. Роман, как вы смотрите на то, что вот многие люди не идут к психологу принципиально, а идут, например, к близким, к соседке, там расскажут свою проблему, ну, соседка, естественно, советует им что-то. Да, есть такое понимание, есть такое понятие, да, в психологии, как кухонно-алкогольный психоанализ. Угу. Ну, это с юмором психологи называют такие вот вещи, когда люди приходят к соседям, друзьям, там напиваются, да, на кухонке, грубо говоря, высказывают все друг дружке, там, ой-ой-ой, я тебя понимаю, и живут дальше. Но здесь есть кардинальное отличие. Проблема не решается. А психология дает возможность решить эту проблему. И варианты выхода из ситуации, варианты решения проблем. Причем чаще всего не один и не два. Минимум 2 варианта всегда есть решение проблемы. Но
кухонно-алкогольном, так сказать, общепринятом народном психоанализе, решения проблемы нет. Есть просто обсуждение, причем обсуждение, находясь в нетрезвом состоянии, зачастую приводит, наоборот, к усугублению. Конечно. Возьмите поэтому... это во внимание. Обязательно. Роман, смотрите, у нас грибы, насколько я понимаю, уже поджарились? Нет, не поджарились. Еще ждем, да? Ну еще, конечно. Надо помешивать. Вы смотрите, главное, чтобы они не подгорели. А это вы смотрите, это ваша ответственность, это моя ответственность. Давайте сразу Как разделять. все ответственно. Конечно. Роман, что вы чувствуете по результату того, когда клиент вас благодарит и говорит, что его проблема так или иначе решена? Когда помогаешь людям, то начинаешь понимать, что вообще в принципе живешь не зря. Вот я давно заметил, я работал 8 лет в торговле, я работал до этого там... Все искали себя, да? Да, поиск себя был большой такой. Неважно, чем ты занимаешься, но если ты в какой-то степени связан с помощью людям, то внутреннюю силу придает какое-то вдохновение. Вот я же еще в тюрьме работал одно время психологом. В чем специфика работы заключенной? О ней можно долго рассказывать. Вот. Но если так кратко сказать, то нужно быть готовым ко всему. Например? Нужно быть готовым к любым ситуациям, какие могут там произойти. Начиная там от каких-то возмущения, заканчивая тем, что когда ты будешь выходить оттуда, ты увидишь, что тебе в кармане семечек насыпали в благодарность, а ты и не заметил. Обалдеть! У вас были такие ситуации? Да, да. Я уже, когда туда вышел, смотрю, у меня в кармане что-то. Я так перепугался. Ну, ведь это серьезное, охраняемое заведение, а у меня семечки в кармане. Вы даже не заметили, да? Да, я сейчас пришел, говорю, так. А мне один человек, там, Олег, говорит, это тебе. Ты просто с нами работаешь. Вот, нам нравится, мы решили тебе... у нас тут это считается очень таким весомым. Семечки, в тюрьме это редкость. То есть нужно еще понимать их язык, да? Да, обязательно. И это очень интересно. Вы знаете, я очень много опыта получил из этой работы. Поэтому всем начинающим психологам, кто думает, что он психолог, в особенности, вот если человек учится на факультете психологии и думает, что он психолог, пройди такую рекомендую школу пойти СИЗО, поработать в СИЗО, пойти поработать в колонию у нас. Это не в школе работаете, в садике, да? Нет, школа-садик, там своя специфика. Это тоже очень сложно, на самом деле. Вот это снующие, орущие дети, которые не знают, что с ними делать иногда, да. Вот. Хочется обнять, поцеловать, а иной раз и подзатыльник отвесить. Это тоже сложно, на самом деле. Здесь нужно учитывать специфику. Это тоже сложная задача. Почему? Потому что, допустим, в школе на 300 детей один психолог. Да. Куда такой годится? Нет? Ну куда? Ну у него что, время есть, что ли? Ну да. Молодец, куча бумаг. молодец, и все. Ну куда? Это очень сложная задача. У меня было там порядка 100 человек, в СИЗО работал, в колонии. Да, мне было полегче. Сколько лет вы проработали в СИЗО? Да немного. Я там, в принципе, 2 года отработал. У психолога вообще, в принципе, должен быть определенный набор качеств. И здесь сложно выделить какой-то Набор, да? набор для всех психологов. Допустим, кто работает с детьми, там необходимо и принятие, и одновременно жесткость, и одновременно мягкость. Если работать уже со взрослыми, то тут должен быть определенный авторитет, то есть способность внушить человеку определенный авторитет. Ведь до тех пор, пока я не поработал в СИЗО, мне было сложно работать с теми, кто там на 10 лет старше меня, на 15. Они не воспринимали меня. Это было сложно. Молодой парень что-то говорит. Что ты там знаешь, что ты там в той жизни видел? Но после того, как я поработал в торговле, на стройке, в СИЗО поработал, вы знаете, люди начали воспринимать меня по-другому. Потому что, и я сам стал себя видеть иным, немножко более таким опытным. На самом деле очень интересно. Я работал с несовершеннолетними, мне очень нравится работать с детьми. Вы знаете, особенно с трудными подростками, это очень серьезный опыт, потому что это дети в основном брошенные и никому не нужны. Так. Они радуются, что нашелся такой человек, который готов их выслушать, помочь. Да, если бы. Радуются. Некоторые не радуются, некоторые, наоборот, говорят, да я не хочу с тобой вообще ничего. Ты кто такой? Что вы делаете в этих случаях? Бьем. Серьезно? Шучу. Нет, конечно, мы находим с ними общий язык. Конечно, это просто процесс. Когда ты начинаешь общаться и объясняешь, что ты знаешь, где ты был, что ты видел, то дети, они начинают смотреть по-другому. Они начинают воспринимать твои слова более весомо. Они начинают прислушиваться. Что ты посоветуешь родителям, у которых вот такие трудновоспитуемые дети? Родителям? Они ведь начинают ругаться, пытаются голосом взять их. Родителям начать с себя. Самая основная проблема детей – это их родители. Так. Любой психолог, который работает с детьми, всегда скажет, тот, кто профессионал, он скажет, давайте-ка я с вами, родители, сначала пообщаюсь, а потом уже буду общаться с вашим ребенком. Потому что очень часто, когда приходят к психологу и говорят, у меня проблемы, у меня вот сын такой. Я смотрю и говорю, а у вас-то проблемы есть? Нет, у меня все хорошо. Ну как?
Восстын такой, это уже проблема. И если углубляться дальше, то оказывается, что проблемы там не у ребенка. Еще у родителей в детстве, а у родителей. Да, И там еще и копать, и копать. Роман, пришло ли время добавлять перец? Давайте так, грибы туда, перец Так. сюда. Так. Красивенько. Роман, отойдем немного от психологии. Я знаю, что вы слава являетесь руководителем. Я просто как психолог, я обожаю просто психологию, поэтому так заинтересовалась. Ну, это хорошо. Да, меня интересуют крымские проекты, которые вы, так скажем, возглавляли. Расскажите о них подробнее. Да, я реализовывал некоторые проекты на территории Республики Крым. Учитывая, что у меня есть общественная организация «Новая альтернатива». Так, они тоже подробнее. Это общественная организация, которая занимается реализацией проектов, направленных на патриотическое воспитание, направленных на межнациональное, межконфессиональное взаимодействие. Так. Вот. Смотрите, рис, вот видите, он чуть-чуть начинает серебреть. Так, Роман, я смотрю, перец уже пожарился. Отлично. Тогда его туда к грибам и жарим лук. Кто-то ананас может добавить, еще что-то. То есть здесь ризотто – это такое блюдо наборное. А у вас есть любимое блюдо? У меня отбивнушки я люблю очень. И тандырную самсу. Вот вы знаете, я в Симферополе, наверное, везде тандырную самсу попробовал. Ну и где же самое вкусное? Бахчисараем. Кто знает, тот поймет. Рис, в принципе, скоро будет уже Он готов. красивый, да, золотистый. Да, он золотистый такой становится. Какая категория людей с вами в команде? Вы знаете, у меня в основном это волонтеры. И те, кому интересна реализация разных проектов. А сколько людей насчитывается? Ну, порядка 30 человек у меня волонтеров. Первичные проекты и другие проекты тоже. Они направлены на работу со школьниками. Например, вот был проект, мы выпустили брошюру на русском и крымско-татарском языках. 2 брошюры было на 2 языках, в которые были включены герои Крыма, герои Советского Союза и дважды герои разных национальностей, которые родились в Крыму и получили звание Героя Советского Союза. То есть именно крымчане разных национальностей. Там есть и белорусы, и украинцы, крымские татары, русские, молдаване. И вот мы выпустили такую брошюру для распространения в школах. Также мы ее передали в Духовное управление мусульман Крыма, они нас поддержали. Телеканал «Милет» нас поддержал в этом направлении, за что отдельное спасибо Эрвину Казимовичу Мусаеву. Кстати, я скажу, что он всегда поддерживает такие вот важные, значимые проекты. Это здорово, когда есть поддержка. Да, вы знаете, я вам честно скажу, очень сложно что-то сделать, если тебя никто не поддерживает. То есть ты стучишься в закрытые двери. Последний проект вот был реализован центром «Контакт», отделение Санкт-Петербургского центра, который занимается профилактикой асоциальных явлений среди молодежи. Был реализован интересный проект, «Герои» называется. Там, где ребята, которые находятся на сопровождении со сложной жизненной историей, их вывозили в разные места дислокации техники, фотографировали в одежде военных лет, вот, чтобы они почувствовали, как это быть воином, как это быть героем. На презентации проекта присутствовал министр Зырянов Сергей Геннадьевич, Руслан Исмаилович Бальбек. Кстати, Руслан Исмаилович вот всегда тоже очень быстро, четко отзывается на все предложения, какие к нему поступают. Я к нему не раз обращался, и он всегда, если это интересный, действительно такой важный социальный проект, всегда готов помочь. Я думаю, что мы с рисом закончили. Теперь мы берем кастрюльку, в которой будем варить рис. В эту кастрюльку мы высыпем рис и зальем бульоном. Мы будем варить до готовности. Пересыпаем, значит, сотейник. Да, жареный рис. И наша задача теперь его сварить. Рис, он не просто вареный, он идет обжаренный сначала до определенного момента, вот до того, как он станет прозрачный, золотистый. И дальше происходит, что мы берем бульон и заливаем рис бульоном. Вот так. И варим. Он будет подниматься чуть-чуть. Смотрите, если делать с вином, то сейчас рис варится, потом уходит бульон, Так. заливается вино. Он дальше варится, вино уходит, заливается бульон. И так чередуется бульон, вино. Но вино, оно выпаривается, и как такового алкоголя нет. А вкус, именно пикантность вкуса, именно дает вино. Сколько нам потребуется времени для приготовления? Ну, смотрите, минут 20 нам потребуется для приготовления. Так, Мешать не надо, но необходимо, когда будет уходить бульон, доливать. Вот так. хорошо, ожидаем. Ожидаем. Дорогие телезрители, собственно, почти мы на финишной прямой. Посмотрите, какой у нас замечательный рис получился. Роман, вы молодец. Рис такой рассыпчатый, серебристого цвета. Теперь нам надо взять этот рис и смешать с зажаркой нашей. То есть просто мы сверху... Да, можно в любое блюдо, потому что это сейчас все пойдет в духовку. Мы берем креветочки Так. и добавляем сюда же. Но
соус мы не берем. Мгм. Почему? Потому что он специфичный, его много не надо. Можно немножко, но он просто даст свою остроту и может перебить основной вкус блюда. То есть мы вылавливаем. Поэтому мы вылавливаем. Верно. Совершенно верно. Ну, можно немножко соуса добавить, но он и так, в принципе, будет. Смотрите, теперь мы это тщательно перемешиваем, а ваша задача сейчас будет полить это нашим специальным таким соусом. И Могу ли я это сделать Да, вот вы можете так? вылить и размазать. Теперь это замечательное блюдо отправляется в духовку на 180 градусах на минут 20, наверное. Но надо смотреть, чтобы оно покрылось такой интересной корочкой золотистой. Тогда оно готово. Дорогие телезрители, я отправляю наше блюдо в духовой шкаф при температуре 180 градусов на 20 минут. Наш духовой шкаф подал сигнал, а это значит, что наше блюдо готово. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Перфекто. Белиссимо, как говорят в Италии. Мгм. Как вы думаете, что скажет ваша сестра по Ну, итогу? я думаю, она скажет, что я молодец. Можете передать ей привет. Мария, привет, спасибо тебе за такое шикарное блюдо. И мама, папа тоже. Роман, что бы вы пожелали нашим дорогим телезрителям? Нашим телезрителям я бы пожелал: готовьте ризотто, всем успехов, всем хороших начинаний, вот, и хорошего настроения. Такое, я думаю, как у нас сегодня. Да, сегодня у нас просто была замечательная атмосфера, мне все понравилось. Мне тоже, спасибо. Спасибо вам, что пришли к нам в гости, всегда рада вас видеть. Я тоже всегда рад прийти, главное, почаще приглашайте. Дорогие телезрители, наша программа подошла к концу. Желаю вам ставить перед собой большие цели и успешно их достигать. С вами была Эльвина Чекиева и Роман Билык. Это была программа «Сопрага Буйрнус», а что тлаусун Коршкенде.